Всем привет! Всем привет! Что-то сегодня море чище стало. Я смотрю, вон камни уже видать. Камни уже видать. Тут вот поставили вот такую вот, как это называется, бунгало. Вот с этими с тряпочками, занавесками. Теперь можно в этом бунгале вот сидеть. Так, ой, боже мой. Смотрите, какое бунгало. Еще рядом вот одно, но еще эти не натянутые на нем. Ну да, море просветлело. Хорошее, в общем-то. Ночью шел дождик, вон что-то люди там собирают. Смотрите, что они собирают, интересно. Ну, 4 уже смотрят. Угу. Напишите что-нибудь. Что вон там люди собирают, что они там, крабов этих пытаются поймать. Да, хорошо море-то. Морька-то посветлело. Прозрачненькое стало. А то вчера мутное было совсем. Капец. О, даже желтый флаг. Вон он. Желтый флаг. Вот. Желтый флаг, значит можно купаться. Представляете, да? Так, вот тут что у нас? Мы видим на горизонте какие-то облака идут. Вон они. Вот это вот у нас Алушта, вон там. Вдалеке вон там такие высокие дома. Вот это Алушта. А вот это вот гора Медведь там за ней. А за ней уже там Ялта. За горой Медведь. Вот смотрите, люди плавают здесь. Люди плавают. В общем, здоровски, да? Тут какие-то люди стоят. У них, кстати, как они называются? Лежат лежаки. На лежаках вот таких вот лежат. Пожалуйста. Так что, а я уже плавал. Надо будет вечером поплавать. Водичка прогреется, когда вон до этих буйков и обратно. Ну, тут небольшое расстояние. Вот я плавал до этих буйков и обратно вот отсюда. Вот с этого места, где сейчас люди. А там, если дальше посмотреть, видите-ка, я поставлю камеру так, чтобы она не тряслась. О, видно, да? Там тоже какие-то люди есть. По этим ходят. По молам, да? Желтый. Вон, я вижу, и на пляже их много там. Вчера вообще не было. Сегодня люди повылазили. То ли они сюда приехали, то ли что, то ли то, что сейчас 12 часов. Но днем хороший дождик здесь был. Хороший дождик. Так, привет с Якутска. Привет, ГДШ Линк какой-то. Вот. Сложное такое у вас имя. Ё-моё. Смотрите, какое морька черное. Это мы в Алуште сейчас находимся. С краю Алушты поселки. Тут спокойно, тихо. Умиротворение, тишина. Здесь вот бассейн. Такой вот бассейн. Мы сейчас тут расположились. В этом бассейне купаемся. В общем-то, вода здесь 24 градуса сейчас. Ну, в море чуть похолоднее, наверное, 22 градуса. Угу, лайк, спасибо. Ставьте лайки. Вот такой вот поселок здесь, короче. Здесь вдоль побережья вот такие вот корпуса находятся. Вот смотрите.
Вот такие вот корпуса. Их много. Ага. Там апартаменты, номера сдаются. Короче. Но тут в этом здании, сейчас сниму я, дайвинг-клуб. Вот здесь вот дайвинг. Там можно погружение сделать под воду. Вон там люди сидят, которые могут вас научить дайвингу, то есть погружение с аквалангом. Погружение с аквалангом. Вот тут камушки, тут в принципе нормально можно поплавать. Угу. Посмотреть там, что под водой находится. Еще вот эти серфы выдаются. Сап-серф. То есть это такая штуковина. Она как доска такая. Внутри там пустота. И, короче, на ней плавают. С веслом. Кстати, очень легко. Вон там я вижу один уже человек на сап-серфе уже. Вот, сейчас я его зацеплю. О, видно, да? Вон он там. Так, сейчас я поставлю, чтобы не трясло камеру. О, видно, да? Вон он на сап-серфе. Или это даже женщина какая-то плывет. Ну, короче, довольно простой вид перемещения. Вы садитесь, главное, чтобы сильно море не волновалось, и плаваете, в общем-то, без каких-то проблем. На час такое удовольствие стоит 600 рублев. 600 рублей. Это она со шляпой, да, по-моему, со шляпой точно. Женщина такая плывет. Видите, даже. Ну, а в одежде, то есть даже плавают, не боятся, что перевернется что-то такого плана. Вот видите, она гребет прямо. Как заправский матрос. Как заправский матрос. Вот она гребла. Ну вот даже садят на кого-нибудь спереди еще и вдвоем плавают на этой доске. Сап-серф называется. Можно свой такой, в принципе. Если у вас машина есть, можно свой купить его и как бы на нем уже плавать без проблем каких-либо. Но надо его куда-то убирать. Какой-то иметь как он называется, сверху багажника, куда ложить его. Вот смотрите, да, купаются уже вовсю люди. Ну, начало сезона. Сегодня у нас 9, да? 9 июня. Градусов. Нормальная, кстати, погода. Такая не жаркая. Вот сейчас вот сколько? 12:06 время. 12:06. Ничего себе. Озеро Сайсары красивее. Ну, конечно, да. Спору нету. Можно вот, кому лень в море, можно в бассейне поплавать. В бассейне можно поплавать. Тут тоже морская вода. Вот такие шезлонги. На них вы, значит, кидаете ваше полотенце и, значит, можете полежать. А там можно вот под навесом там люди лежат, то есть кому солнце противопоказано, да, или не хочет зноя такого. Ну а в той стороне вот у нас, ну тут не видно, там у нас уже идут от Алушты Малореченская поселок. Малореченская и, смотрите, это Семидворье, а там Солнечногорская. Во, Солнечногорская. Завтра после попрохладнее будет. Так. Да. Так, тут меня торопят уже мои телохранители, чтобы я купался тоже, как бы.
Я вот хочу вам рассказать. Вот здесь вот в этой стороне привет, Тима. Вернграсс, привет, привет, зрителям привет. Да, небольшой такой, решил запилить стримчик. Тут Wi-Fi ловит. В принципе, качество я смотрел не очень, но вживую как бы нужно пообщаться с подписчиками. Такой бассейн, а туда вот дальше уже Солнечногорская и Малореченская, Рыбачья. Вот тут хорошие поселочки, тихие, спокойные, не как вот эти крупные города туристские, как Ялта. Значит, Ялта вообще переполнена вся. Дмитрий Милованов. Привет, привет, Дмитрий. Вы еще не на море? Привет, Варнанграсс, привет. Завтра дожди обещают, после попрохладнее будет. Угу. Ну, смотрите, мужчина, он плывет. Он плывет прямо. Я уже плавал. Вот до этих буйков, он буйки. До буйков и обратно вот эти буйки. Вот. Но сейчас вода стала прозрачная, то тут ливень был 3 дня назад сильный. И вот эта река какая-то здесь, она, естественно, все это вымыла, то, что там было. И здесь море было немножко нечистое, а сейчас, ну, вон, смотрите, камни уже видно вовсю. Вот эти люди купаются. Видно, надеюсь, да? Весело вот так вот. Вон там еще. А, вот сапсерф, смотрите, вот он. Сейчас я увеличу. Картинка шикарная, да? Ну, меня радует это. Вот сейчас я... Вот сапсерф. Так, поставите вот так вот. Трясет, наверное, да? Вот, видите, да? То есть вот такую доску берете, 600 рублей в час, и это самое, ну, небольшое волнение есть, и вот там даже женщина, да, какая-то, или девочка с ребенком, с маленьким, встала и сейчас поплывут. Ну, надо отгрести от берега, тут камни такие вот, камушки. Вон она плывет. А это, по-моему, работник, ага, этого дайвинг-клуба, где в аренду даются эти. Вот они, дает рекомендации, как плавать. Упс. Завтра дожди. Ничего не выжили. Но я потом проверю. Море в конце августа будет. И солнышка нету особого. Смотрите, вот там вот над Алуштой, над горами облака такие вот. Сейчас я приближу немножко. А вон они, облака. Видно, да? Довольно тяжелые. Поэтому... Ну, тут МЧС предупреждали, что, значит, возможно вот эти ливни и так далее. Как бы. Но сегодня у нас вот желтый флаг. Желтый флаг. Вот, смотрите, купаться можно. Вчера был красный флаг. Красный флаг. То есть купаться нельзя было. Волнение было на море. Ну, небольшое такое. В принципе, при таком даже волнении можно купаться, как вчера было. Море в конце августа будет. А у вас, да? Ну, тоже хорошее время. Там уже жара не июльская, да, уже поспокойнее, море прогретое. Но мне не нравится август, как бы он как бы хороший тоже, да, то есть эти всякие там фрукты созревают, да, обычно в августе. Фрукты, овощи там и так далее, все это как бы становится больше доступнее, да, но море, оно прогревается, и на нем уже как-то больше всяких водорослей в море, немножечко неприятнее. То есть сейчас вот оно, в принципе, нормально, можно купаться. Вот смотрите, куда она уплыла с этой доской. Девушка, да, еще он, ребенок какой-то сидит у нее. И вот так вот гребет. Ну, такая забава. Час, короче, час аренды 600 рублей.
стоит. Вон она даже встала. А некоторые не стоят, а сидят просто. Сидят. Но ноги нельзя в воду, потому что торможение получается. Надо так вот на этих, как согнуться. Вон там люди какие-то. Видать, снимают. А, вот они. Угу. Видно, да? Это получается отец и мать, а это их дети. Пустили детей на произвол судьбы, представляете, в открытое море, блин. Ё-моё, а там же Турция, можно туда вон уплыть, в Турцию. Ну, вообще-то вот за эти буйки нельзя заплывать уже. Вот эти буйки, где у нас? Вот эти буйки. Антонина, ты привет, привет. Икар, привет. Вот решил застримить, показать вам морька. Сегодня у нас что, 9, как бы сезон начинается потихоньку. Вот тут даже бунгало поставили вот такое вот завешенное. То есть тут можно залечь и целый день там провести. Можно вот здесь вот купаться. Видите, люди купаются, загорают. Ну, кстати, вот даже несмотря на облачность, сейчас можно же обгореть. Обгореть можно, потому что ультрафиолет все равно он проходит через облака. Все равно проходит через облака. Поэтому даже в такую погоду просто оно не ощущается, наоборот, прохлада такая, более комфортная для, допустим, для пребывания, чем взломой вот этот палящий непосредственно. И кто вот прибывает, им, наверное, полезнее вот такой более-менее умеренный климат, ага, чтобы не сильно жарко было, чтобы не сгореть, а то приезжают и сразу жарень, там солнце светит, и получается, что люди сразу же сгорают, потом ничего не могут делать. Ага. А вот такой вот более-менее спокойный, когда погода не очень жаркая, это уже более комфортно. Вот, купаются в этом бассейне. Вон там детский бассейн есть. Детишки плещутся в нем, а взрослые здесь. Ну, здесь глубина по, ну вот, если вы стоите, вам по шею, ну, по подбородок где-то. Взрослому человеку, мужчине, где-то по подбородок. То есть, в принципе, не глубоко. Ну и сам поселочек вот такой вот здесь вот, вот эти вот вдоль моря, вот эти вот номера сдаются здесь, вот эти апартаменты здесь даже продаются. Большая территория, вот туда вдаль уходит поселок Семидворье. Ну, тут как бы чисто рассчитан на отдыхающих, то есть здесь вот эти корпуса и все, в общем-то, больше ничего нету. Вот такой пятачок, и на нем получается вот размещены вот эти вот корпуса жилые, значит, гостиничные. Ну и вот там вот отель морской, отель Эллада и так далее. Короче говоря, всяких корпусов. Ну, немножко в горку, как бы, там ходишь. Если вот здесь непосредственно на набережной жить, то, в принципе, подниматься не надо никуда. Но тут как бы зона такая, люди ходят, немножко некомфортно получается. Ух ты куда уплыл-то? Эта женщина уплыла, смотрите. Она точно в Турцию уплыла, что ли? Так, как мне ее поймать? Так, это Буна. Она вон куда уплыла. Сейчас я почитаю ваши. Так, во. Я ее зацепил. Смотрите, она туда куда-то вдаль плывет. Не страшно же, а? Она в Турцию собралась. Ё-моё. А можно, интересно, на таком в Турцию переплыть? Субсерфе. Кто-нибудь плавал?
Ну, ее поймают, конечно. Тут пограничная зона, поэтому не дадут ей далеко уплыть. Так, привет всем. Комфортная погода. Комфортная. Дмитрий Мированов. Рецепт, чтобы на море не сгореть, предварительно начать загорать еще дома. Очень помогает. Ну да, ну вот у нас июнь месяц, там в наших местах там нету возможности загорать особо. Как бы, поэтому если только под ультрафиолетовой лампой. Вот облака, видите, да какие. Вот все вам показать. Да, я небольшое включение сделал. Так, вот Аюдак, гора Медведь, за ней Артек находится. Вот видно, да? Да, вот мне нравится, потому что, знаете, здесь машины до сюда не доезжают, как бы, да? Ну, дорог здесь нету. Тут одна дорога ведет сюда такая, короче, крутая. Все. Тут КПП на входе, то есть посторонних сюда всяких, я так понимаю, что и не пускают, как бы, то есть так получается, что закрытый такой поселочек, чисто рассчитанный на туристов, чисто на туристов, и воздух чистейший. Потом тут всякие растения, вот эти пихтовые, и когда там гуляешь, получается, что дышишь вот этим коктейлем морского воздуха с вот этими цветами, растениями, всякими разными вообще. Супер, да, супер. Такой отдых. Тут, конечно, особо делать нечего, так честно, если сказать, да, если вы привыкли к отдыху, который, значит, у вас такой какой-то интенсивный, да, там, городу, к шуму, к большому количеству машин там и так далее, то здесь совершенно другое ощущение. Тут как такая зона получается. Угу. Вот таким вот образом. Так, давайте-ка я почитаю, да, наверное, завершу. Так. Дмитрий Милованов. Был один случай еще в СССР, когда чемпион по плаванию сбежал с круизов вплавь в Турцию. Да. Ну, возможно. Так. Вот эту табличку установил какой-то. Видать, проход запрещен, что ли, сюда. Тут, кстати, вот можно с этой стороны тоже купаться. Тут вот такая вот территория есть, камушки. Сюда, если зайти, вот здесь вот полотенчика кинуть, и можно вот здесь вот. Если вы любитель плавать, да, не в песке сидеть, вот здесь, в принципе, нормально. Сразу заход и сразу вы в воду ныряете и плывете. Так что вот таким вот образом. Ладненько. Приятно было для вас немножко поснимать, так что профессор Половец Петр Патрушев в июне 1962 года успешно сбежал из СССР. Похоже на поселок Семидворье Галустин. Да, это он и есть. Это он и есть. Такой вот здесь вот бассейн. Кому лень на море, вот здесь может купаться. Вот таким вот образом. Ладненько, давайте прощаться будем. Мне надо будет покупаться, потом обсохнуть. И на обед. Обед у нас сейчас, уже 12:22. Так что давайте вечером, может быть, тоже застримлю с балкона. Все, давайте, пока. Бассейн, да, с морской водой, да, бассейн. Нормально, как бы. Там душ есть, туалет, все цивилизованно. Который проплыл 30 километров по Черному морю, чтобы попасть в Турцию. Да, ну, герой. Раньше говорят, что Черное море вообще, я слышал такие байки, что оно замерзало. И по нему, типа, даже на санях в
экскурсию ездили. Но я не знаю, когда это было вообще. Может быть, оледенение какое-то. Ну, такие вот байки ходят тоже. Так, ладненько. Илья Глухов. Тима, привет. О, Илья, я уже все тут уже закончил трансляцию. Тут надо мне покупаться будет, да, это самое. Если что, там пересмотри, ага. Потом у нас обед будет, и надо будет уже это. Потом вечером, может, застримлю, ага. Ладно, все, давайте. Всем пока. Всем удачи.